Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Белом доме отметили ухудшение отношений с Россией. Мониторинговая миссия ООН зафиксировала новые нарушения прав человека в Крыму. Россия блокирует в Крыму украинские сайты. А сейчас подробнее. В Белом доме отметили ухудшение отношений с Россией. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Сенате. По его словам, двусторонние отношения Америки с Россией находятся на рекордно низком уровне. Но добавил, что американская администрация все еще пытается стабилизировать этот диалог. В то же время Тиллерсон уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли США новые санкции против России. Из его слов следует, что в Вашингтоне придерживаются гибкой политики, чтобы приблизить потепление в отношении с Россией. У нас есть несколько каналов, где мы начинаем говорить, и я не хотел бы закрыть эти каналы совсем, указал Тиллерсон. Заявления госсекретаря прозвучали в то время, когда Конгресс США активизировал усилия для закрепления действующих санкций и введения новых за возможное вмешательство России в президентские выборы в США, а также действия Москвы в Сирии и Украине. В Кремле, в свою очередь, заявили, что пристально следят за возможным расширением американских санкций. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а вот сам российский президент попытался смягчить позицию Белого дома. По словам Путина, у США и России общее прошлое и общие угрозы. Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость. Мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству. В конце концов, мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало об этом немножко подумать. Нам есть над чем работать. Соединенные Штаты в несколько этапов, начиная с 2014 года, ввели против России санкции. Сначала за аннексию Крыма, затем за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Россия надеялась, что приход к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа поможет в сокращении или даже отмене этих санкций. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. По ее словам, в последнее время в Крыму миссия зафиксировала большое количество нежелательных тенденций, такие как игнорирование гарантий справедливого суда, в частности в решениях против представителей крымско-татарского народа. Кроме этого, были замечены факты применения уголовного закона задним числом. Глава миссии также отметила, что перевод задержанных лиц из Крыма в СИЗО на территории России является нарушением международного гуманитарного права. В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечается также и то, что Россия незаконно конфисковала более 4000 объектов государственной и частной недвижимости в Крыму. После аннексии полуострова российские власти Крыма национализировали огромное количество предприятий, заповедников, санаториев, винзаводы и другого имущества, принадлежащего Украине. Среди последних крупных приобретений – Крымхлеб, Крымэнерго, частная клиника «Генезис» и Укртелеком. Россия блокирует в Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы и истории. Об этом рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его мнению, такие действия оккупационных властей направлены на то, чтобы помешать крымчанам подготовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы. Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет жителям Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения без внешнего независимого тестирования. Согласно закону, жители оккупированных территорий смогут поступить в вуз в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. И это очень важный шаг, считает народный депутат Олександр Співаковський. На законодавчому рівні ми запрошуємо кримських випускників шкіл навчатись на території України, що ми тут їх чекаємо. І другий дуже важливий меседж. Це меседж пов'язаний з тим, що ми їм, цим випускникам, пропонуємо будувати кордон інтелекта, кордон освіченості на території Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей. В Крыму сегодня переменная облачность. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра. Вы слушаете радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии», у микрофона ведущий Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ на частоте 549 кГц и в ФМ-диапазоне на частоте 100,7. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра. С 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Ранкова Свобода» от Радио Свобода, с 8:35 до 10:00 радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Поехали! Крым в центре внимания. Вчера в Алуште завершился первый так называемый международный медиафорум. По мнению российских властей, и организовывал мероприятие Александр Лебедев, российский миллиардер, владелец, среди прочего, британского издания Independent, и компания, принадлежащая Лебедеву, будет реконструировать набережную Алушты, и говорят, что под снос она отправит большинство зданий на первой линии набережной. Так вот, на организованном им форуме было заявлено присутствие международных журналистов, журналистов изданий из разных стран. Впрочем, правду о западных СМИ мы так и не узнали, потому что никаких на самом деле крупных, известных и уважаемых средств массовой информации, скорее всего, там не было. Ну, по крайней мере, мы об этом не знаем. О том, какова была цель визита зарубежных журналистов в Крым, о том, что им рассказывали российские власти, что происходит с журналистикой в Крыму, мы будем говорить сегодня в программе. Но сначала короткий сюжет. 100 слов по теме. В Алуште российские власти полуострова открыли медиафорум под названием «Открытый Крым своими глазами». Задекларированная цель мероприятия – показать, что происходит в Крыму. Ведь, как считают назначенные Кремлем крымские чиновники, западные СМИ испытывают дефицит объективной информации о ситуации на полуострове и в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на то, что в мире не замечают, как много достижений произошло в Крыму после того, как полуостров был аннексирован. За такой короткий период есть большое количество достижений, которые, мне кажется, мало где в мире можно найти подобные аналоги. И вот это вот упорство, с которым Запад все-таки смотрит на Крым закрытыми глазами, оно поражает. Поэтому нужно уже открывать глаза, и именно для этого проводятся такие мероприятия. По словам Аксенова, цель форума – развенчание пропагандистских мифов о Крыме. По сути же, назначенный Москвой глава Крыма в который раз повторил речь о том, что Россия не боится Запада. К сожалению, Запад сегодня превратился в коллективного мирового диктатора, который присвоил себе право судить, наказывать и казнить целые страны и регионы. Но с Россией, как у нас говорят, этот номер не пройдет. С нашей страной нельзя разговаривать языком санкций, ультиматумов, языком силы. Это бесполезно. Российские власти назвали медиафорум международным. По словам организаторов, в Алушту приехали журналисты из Украины, европейских стран и государств Ближнего Востока. В составе группы было около 50 человек. Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом стремятся легализовать российский статус полуострова. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. 100 слов по теме. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила на форуме буквально, что цель не нарисовать парадный портрет для журналистов, а показать буквально все как есть. Послушаем. Нам нужна объективность. То, что нам нужно в отношении Крыма, это не попытка нарисовать парадный портрет. Точно такой задачи ни перед кем не ставится. И никто такие задачи не формулирует. Единственное, что мы хотим, и для этого мы проводим и форумы, и предоставляем все возможности для приезда сюда иностранных корреспондентов, это увидеть все своими глазами и описать ситуацию так, как есть. А с критикой на западных и украинских экспертов, не приезжающих на полуостров, обрушился и директор Института евразийских исследований Владимир Корнилов. Давайте и его послушаем. Точка зрения. Как правило, из номера в номер идут статьи так называемых аналитиков, так называемых говорящих голов, которые никогда Крыма не видели, о том, как тут плохо, о том, как под дулами голосуют за референдум, зажимается все и преследуются все, и как все боятся высказаться. И, к большому сожалению, на это нет особой реакции. Зачастую приводятся откровенно ложные факты, так называемые фейк-ньюс. Когда приезжают представители западной прессы, как правило, у них язык не поворачивается так уж соврать об общественном мнении, о настроении крымчан.
Точка зрения. А с нами на связи журналист Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Антон, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Доброе утро, Антон. Итак, мы сегодня говорим о том, какая на самом деле складывается ситуация со свободой слова и стандартами журналистики в аннексированном Крыму, потому что на международном медиафоруме в Алуште было заявлено буквально, что все на самом деле в порядке. Те журналисты, которые говорят о Крыме плохо, на самом деле просто никогда в него не приезжали, а вот кто приехал, у того открылись глаза, и они познали всю глубину, ни в коем случае не глубину, наоборот, весь расцвет Крыма после 2014 года. Вы, как журналист, который писали о Крыме, будучи в Крыму, можете ли вы согласиться с мнением Корнилова, что только приехавший человек в Крым может познать всю мощь, я бы даже сказал, весь расцвет полуострова? Ну, само собой, что настоящая журналистика и работа корреспондентская, она должна вестись в поле, с места событий. Другое дело, что журналисты, которые приезжают в Крым и не ездят с делегациями по разным кабинетам и встречаются там с чиновниками, с представителями, в том числе, например, крымских татар, которые спокойно устроились в администрации, получили кресла и являются такой ширмой, представительской ширмой крымских татар для России, для того, чтобы показывать, что все хорошо и крымским татарам там комфортно живется. Вот если не ездить вот так, а приезжать по-настоящему работать в отрыве от силовиков, которые тебя постоянно сопровождают, в отрыве от всех этих официальных делегаций, то, конечно, ты покажешь реальный Крым. Это действительно так, надо работать в поле, надо приезжать. Другое дело, что эта картинка окажется совсем иной, чем показывает российское телевидение, чем представляет там тот же Аксенов, выступая публично. Это тоже факт, и от этого тоже никуда не уйти. Еженедельные обыски и действия силовиков, которые откровенно нарушают права человека, они тоже будут все на виду. Туда приезжают действительно иностранные журналисты, я имею в виду не смотреть вот эти такие картонные деревни, которые показывает администрация, а смотреть реальную картину и проводить мониторинг или хотя бы срез ситуации в Крыму там, с правами человека, с ценами, с тем, как себя чувствуют крымские татары в массе своей. Скажите, Антон, бывали ли такие случаи, знаете ли вы хотя бы одного западного журналиста, или даже, может быть, российского, который приехал, будучи до приезда в Крым негативно настроенным, приехал, увидел, как там все хорошо и резко изменил свою точку зрения? Или таких вы не знаете? Ну, поскольку я работаю, не сталкиваясь, скажем так, с официальными представителями властей и силовых структур, то таких журналистов я не видел. Я гораздо больше видел журналистов, которые приезжали в Крым, не осознавая, до какой степени, скажем так, жесткая ситуация там с правами человека, например, и убеждаясь в том, как это на самом деле, наоборот, меняют свой взгляд на более критически. Но из последнего могу сказать, что мне довелось поработать несколько недель вместе с журналистом «Франс-24» телеканала, которая приезжала, несколько недель жила в Крыму, и мы, в общем, достаточно плотно работали вместе. И вот человек, который сняла целый ряд сюжетов, и в том числе побывала на нескольких обысках, и снимала в судах, и снимала суды над сразу 10 задержанными крымскими татарами. Одновременно с этим российское телевидение показывало сюжеты, совершенно не соответствующие реальности, о том, что это якобы была террористическая ячейка. То есть этот вот человек приехал и все это наблюдала собственными глазами. С одной стороны, как задерживают 10 человек за то, что они пишут в Фейсбуке, и судит их там до 12 ночи. А с другой стороны, она открывает российские СМИ и видит, что там говорится, представляется совсем иная картинка, что это террористы, что ФСБ провело какую-то там спецоперацию,
и разоблачила целую ячейку. Большое вам спасибо, Антон, за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Антон Умлюк, корреспондент «Радио Свобода». Мы возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». По словам севастопольского журналиста Андрея Васильева, в Крыму можно критиковать власть практически во всем, но есть четкая красная линия — события весны 2014 года. Давайте его послушаем. Мнение. Ну, на самом деле нельзя сказать, что в Крыму нету свободы слова. А свобода слова есть, и даже более того, если мы посмотрим на севастопольские СМИ, мы увидим, что благодаря определенной смене элит в городе и постоянным конфликтам то между законодательной властью и исполнительной, то между какими-то клановыми группировками, то между обществом и властью. И на этом фоне действительно в СМИ местных есть большой плюрализм и большая многоголосица. То есть можно делать очень много. Можно много критиковать местные власти, можно на самом деле критиковать одну ветвь власти, можно другую. Но весь этот плюрализм, он ограничивается одной чертой. Это черта март 2014 года. То есть работа любого средства массовой информации, любого журналиста здесь у нас, она регламентирована принятием постфактум событий, которые произошли 3,5 года назад. Соответственно, это порождает определенные коллизии, особенно когда это связано не с местными журналистами, а, скажем, журналистами, которые представляют украинские редакции, либо редакции международных каких-то средств массовой информации. Будь это те журналисты, которые приезжают сюда, да, либо будь это те журналисты, которые здесь пытаются работать на эти средства массовой информации. Мнение. Также, по его мнению, журналистика в Севастополе отличается от крымской, потому что в Севастополе медиа обслуживают несколько кланов, которые борются за власть. В Крыму же остался только один. Там ситуация немножко другая. Дело в том, что если мы сравним парадигму развития Крыма и Севастополя после 2014 года, складывается впечатление, что проводится такой своеобразный эксперимент. То есть, практически в Крыму произошло так, что остался у власти один клан, который немножко поделился там властью с другим кланом, и присутствует определенный сегмент российских чиновников. Поэтому, в целом можно сказать, что власть монополизирована в одних руках. И, соответственно, нету нескольких центров принятия решений, нету определенной конкуренции, и в результате это приводит к тому, что крымские СМИ, они все достаточно однообразны и, по большому счету, дуют в одну точку. Возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». С нами на связи Татьяна Рихтун, севастопольский журналист, расследователь. Татьяна, вы меня слышите? Да, доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Мы сегодня говорим о завершившемся в Крыму международном так называемом медиафоруме, на котором российские власти заявляли, что западные журналисты, во-первых, неправильно освещают события на полуострове, потому что никогда туда не приезжают, а те, кто приезжают, те начинают видеть, как все здорово и замечательно. И вот наш первый собеседник Антон Умлюк говорит, что таких журналистов он не знает, но видел довольно много случаев, когда происходило с точностью да наоборот, когда позитивно настроенные журналисты приезжали в Крым и видели, как там на самом деле все обстоит, и исполнялись лютого пессимизма. Хотя вот Андрей Васильев, мнение которого мы тут слышали, говорит о том, что нельзя говорить, что свободы слова совсем нет, есть она какая-то такая ограниченная и куцая, но все же есть. И в связи с этим у меня к вам там несколько вопросов, и первый из которых: можно ли говорить о том, что свобода слова — это такой неделимый предмет, то есть она либо есть, либо нет, или все-таки возможны какие-то градации? И если возможны, то какая сейчас степень свободы слова в Крыму? Я думаю, что нельзя говорить однозначно нет, да или нет. Это в какой-то степени всегда. Не зря же международные организации проводят рейтинг ежегодной свободы слова в разных странах, и в зависимости от этого выстраивают их в определенном порядке. И мы все время радуемся, что Украина поднимается в этом рейтинге или опускается, поскольку Крым считается тоже Украиной. Но я думаю, что кроме того, что есть или нет свобода слова, нужно понимать, в какой степени она есть и чего именно касается, что является под запретом. Вот вы говорите про этот форум. Я так понимаю, что это советская та же технология. Вот есть правильное освещение, есть неправильное освещение. То есть когда СМИ превращаются
просто как еще один пропагандистский фронт, вернее, еще один фронт борьбы там с Западом, с Америкой, еще с кем-то, с чем-то. И как в определенном фронте, естественно, есть бойцы за то, какой замечательный Крым, какое у нас светлое будущее и так далее. Я думаю, что этот форум в том же ряду, раз приглашали, то приглашали лояльных журналистов, тех, кто правильно напишет, осветит, как у нас замечательно все в Крыму. Но я думаю, что если бы там было действительно так, как это все показывает и рассказывает журналистам, и возят их в те места, которые нужно показать, и не возят в те места, в которые не нужно, то пригласили бы и украинских журналистов на этот медиафорум. Если украинских журналистов не приглашали и не очень хотят видеть, то, наверное, не так все замечательно, как они хотят это показать. Тем более он проводится за деньги, насколько я знаю, российского олигарха, который в ответ на это тоже получит какие-то индульгенции. То есть все как-то вот оно завязано на все внутри российские процессы, а не на объективно свободу слова. По вашему мнению, легко ли соблюдать журналистские стандарты, профессиональную этику, ну и даже пусть ту куцую свободу слова, которая есть на полуострове, тем СМИ, которые работают, собственно, в Крыму? Ну, я могу судить об этом, конечно, из Киева, а не из Севастополя, к сожалению. Но я должна сказать, что просто СМИ со временем тоже самоцензурируются, потому что они либо становятся на позицию, когда мы критикуем, то есть в Севастополе есть и такие СМИ, поскольку действительно я согласна с Андреем Васильевым, что идет борьба кланов, и те, которые в оппозиции или идут за их собственниками и отстаивают их точку зрения, которая не всегда совпадает с властью. Либо они самоцензурируются и освещают те процессы, которые им разрешают. Либо часто бывает, что СМИ просто уходят, и некоторые вопросы они просто не затрагивают. То есть мы об этом не пишем. То есть либо журналисты переквалифицируются, ну, например, как мы пишем о путешествиях и больше ни о чем. То есть занимают какой-то сегмент и не касаются других вопросов политических, социальных, те, за которые они могут критиковать власть или которые удобно освещать. То есть, например, я ни в одном севастопольском СМИ, ни в провластных, ни даже в оппозиционных не видела освещения конфликта, который длится в Севастополе еще с самого почти начала аннексии, когда оккупационные власти пришли в Севастополь в 2014 году, российские. Это конфликт вокруг выселения людей с банковской академии банковского дела в Севастополе. Теперь там сначала это была борьба с местными властями, теперь, когда это здание и весь комплекс сооружений переподчинили Министерству обороны и учебные корпуса заняло Нахимовское военное училище, борьба стала еще жестче, но это уже длится и судебные процессы, и протесты людей. Люди уже и голодали, и выходили к зданию правительства Севастополя, насколько я знаю, и писали петиции в Москву. Это все никак ничем не заканчивается, но упоминаний даже об этом, не только освещение, но даже упоминаний об этом в местной прессе в Севастопольской я, к сожалению, не видела. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист и расследователь. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму, или 044 490 2905, если вы на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров. Радио Крым Реалии. Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, также крымчанин Сергей Костинский. Сергей, на ваш взгляд, визиты западных журналистов и маргинальных политиков в Крым каким-либо образом изменяют восприятие полуострова в глазах западной аудитории, или это все зря? Я гадаю, що їхня робота, вона створює білий шум, але фактично вона ні на що не впливає, тому що є домінуючий дискурс, який формується щодо України, щодо подій в Криму, статусу Криму, ситуації з Росією. Цей дискурс, він формується потужними західними ЗМІ, формується потужними впливовими політиками, і тому кого можуть привезти на свій форум в Крим окупаційна влада? Ну, звичайно, що маргінальних журналістів, маргінальних політиків, які ні на що не впливають. Вони користуються попитом лише маргінальних, невеликих, невпливових електоральних груп і взагалі соціальних аудиторій. Тому я би на це не зважав, бо я би до цього відносився просто як до людей, які будуть просто створювати певний білий шум, не більше. И по вашему мнению, как Украина должна реагировать на подобные мероприятия вроде международного медиафорума в Алуште и приезд иностранных гостей? Звичайно, потрібно апелювати до тих держав, які представляють ці журналісти, ці політики. Це мають бути ноти від українського МЗС. Це має бути заборона на в'їзд на територію України з боку Служби безпеки. І я думаю, що цього достатньо насправді. Головне, щоб держава завжди мала позицию щодо подібного порушення кордонів України. Что сейчас делает Украина для того, чтобы продвигать на полуострове украинскую повестку? На что направлена украинская информационная политика в отношении Крыма? Дивіться, інформаційна політика не є тим, що взагалі впливає на зміни. Впливає на зміни, реальні зміни в країні, реальні державні рішення і зміни як політичного, так і соціального гатунку. Наприклад, великий фактор, який сьогодні впливає і буде впливати на сприйняття України в Криму, це безвіз. Інформаційна політика, вона просто обслуговує цей факт і цю подію. Наше завдання просто донести інформацію про те, що є безвіз, про те, що можна отримувати закордонні біометричні паспорти. І саме факт безвізу буде прив'язувати громадян Украины до своей краины. И последний вопрос к вам, Сергей. Если крымчане будут смотреть и слушать исключительно российские средства массовой информации, то как они узнают об изменениях в Украине? Це не Радянський Союз, отримати інформацію про реальні події, можливо, з усіх джерел, сьогодні всі наявні. Немає доступу до ефірного телебачення українського, воно є на супутнику. Є доступ на сьогоднішній день і до всіх українських сайтів. Деякі з них звичайно, блокуються Роскомнадзором, але більшість ні. Знайти можливість обійти ці блокування також є можливість. Насправді, реальність руйнує пропаганду. Чим більше люди будуть відчувати погіршення стану, погіршення соціальної ситуації, економічної ситуації в Криму, чим більше вони будуть бачити, що ситуація в Криму не безперспективна, то, звичайно, вони будуть шукати можливості інформації, що можна, як можна отримати доступ до всіх переваг, які надає саме українська держава. Я вважаю, що за ці 3 роки Україна вже вигідно відрізняється від Російської Федерації. Плюс мешканці Криму, багато з тих, хто підтримував Росію на початку, вони змогли на власному досвіді перевірити, що таке Российская Федерация. Простите, Сергей, все, мы будем заканчивать. Наше время подходит к концу. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания крымчанин Сергей Костинский. Мы возвращаемся в студию радио Крым Реалии для последнего информации. Мы сегодня говорили о том, что в Алуште завершился международный медиафорум, по крайней мере так называют его российские власти, на котором выступающие говорили, что со свободой слова в Симферополе и в Крыму в целом все отлично, что никаких проблем с освещением нет, что западные журналисты, которые приезжают в Крым, начинают видеть все, как оно есть на самом деле. Оставайтесь с радио Крым Реалии, услышимся после выпуска новостей.
Заведи день с радио Крым Реалии. Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Генпрокурор США опроверг информацию о встрече с послом России в отеле Вашингтона. Украинцам с пропиской в Крыму и на Донбассе биометрические паспорта будут выдавать после специальной проверки. На Айпетре почти закончили демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. А сейчас подробнее. Генпрокурор США Джефф Сэшенс отверг подозрения в том, что он провел неформальную встречу с послом России Сергеем Кисляком в Вашингтонском отеле. На предположение о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с органами российского государства генпрокурор отреагировал эмоционально и назвал такие заявления, цитирую, «ужасной и мерзкой ложью». При этом Джефф Сэшенс признал, что говорил с российским послом Кисляком об Украине. Генпрокурор рассказал, что российский посол пытался убедить его в том, что все действия России на территории Украины были правильны. Во время показаний в Сенате перед назначением на пост генерального прокурора Сэшенс отрицал, что он встречался с представителями России во время предвыборной кампании. Прокомментировал он и увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми. Утверждает, что такое кадровое решение никак не было связано с расследованием в отношении российского вмешательства в американские выборы. Украинцам с пропиской в Крыму и на Донбассе биометрические паспорта будут выдавать после специальной проверки. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук. По его словам, дополнительная проверка связана с невозможностью идентификации переселенцев по форме номер 1. Тобто, якщо ви прийшли зробити собі закордонний паспорт, принесли паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, і якщо був старий закордонний паспорт, то від цих людей ми ще вимушені просити, щоб вони надали або свідоцтво про народження, або там військовий квиток, або інші документи, які містять фотографію. Це додаткова ідентифікація через інші органи влади. Евросоюз потребовал от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. Там подчеркнули, что право на безвизовые путешествия в страны Европейского Союза должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают. На Айпетре почти закончили демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. По заверениям российских властей Крыма, снесено уже 90% построек. Сейчас местность превратилась в гору строительного мусора. Местные чиновники постоянно заявляют, предприниматели сносят свои кафе исключительно по собственному желанию. Остался один каркас. Уже внутри все вывезли. Смотри, как будет ровно, чисто и красиво все эти сараи уберем. Будет замечательно. Заповедник должен быть заповедником. Но не все предприниматели радуются. Некоторые местные жители уверены в том, что у крымских чиновников свои планы на эту землю. А сейчас снесут и построят по-новому. И все, только другие будут строить. И все. Это можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я ночами вообще не сплю уже. Кремлевские чиновники обещают не оставить предпринимателей без возможности продолжить бизнес. Людям будут предложены торговые места в Семиизе и Бахчисарае, обещает назначенный Москвой председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Здесь и руководитель предприятия, где, в принципе, все люди числятся как учредители, ведет переговоры, точнее, даже это, наверное, не переговоры, а полностью взаимодействие с городом, с администрацией Ялты и с администрацией города Бахчисарая. 2 земельных участка предполагаются для этнических торговых комплексов. В этническом стиле, в принципе, это колорит для Крыма, и мы, конечно, его будем сохранять. Российские власти Крыма дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений. Срок заканчивается 25 июня. На месте существующего городка подконтрольные Кремлю власти собираются построить экологический ландшафтный парк. Благоустройством территории займется компания «Интерстрой», которая принадлежит депутату российского парламента Крыма Евгению Кабанову. Министерство по вопросам оккупированных территорий расширит санкционный список по Крыму. В ведомстве планируют составить базу данных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму. В украинском министерстве объяснили, что база будет создана для того, чтобы расширить санкции в отношении людей, которые преследуют граждан Украины по политическим мотивам. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона работает Сергей Громенко. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра, с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Ранкова Свобода» от Радио Свободы с 8:35 до 10 часов утра радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Прямой эфир. Сегодня мы говорим о запрете георгиевской ленты в Украине. За использование запрещенной атрибутики предусмотрено наказание в виде штрафа, а в случае повторного использования даже административный арест. Какими будут последствия этого запрета, как используют георгиевскую ленту в аннексированном Крыму и к чему все это приведет, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег. Тема дня. Символ российской агрессии против Украины. 12 июня президент Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Документ предусматривает наказание за публичное использование и демонстрацию ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Вместо штрафа правоохранительные органы могут выбрать другую меру наказания за использование георгиевской ленты – административный арест на 15 суток. Петр Порошенко добавил, что георгиевская лента – это исключительно российский пропагандистский символ. Чому? Тому що це не є символіка Другої світової. Це символіка, символ агресії проти України 14-17 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. І прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять українських воїнів. І врешті-решт, на жаль, ця Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом. В России георгиевскую ленту обязуют носить всех бюджетных работников на любые российские праздники. В преддверии 9 мая в соседней стране ужесточили правила ношения российского символа. Новые правила ношения объявило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». По новому регламенту ленточку теперь можно прикрепить только на лацкане пиджака. 2 года назад российский символ можно было прикреплять на антенну автомобиля или на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде. Новые правила российская организация распространила и на аннексированный Крым. В преддверии 9 мая в России различные компании рекламировали свои продукты за счет Дня Победы. Например, торговая сеть Курска разместила плакаты куриных тушек, к которым прикрепили звезду Победы. В омском супермаркете к упаковкам растительного масла и майонеза привязали георгиевские ленточки. Часто символ Дня Победы размещают на бутылках с алкоголем. В Москве предприниматели выставили на продажу детские военные гимнастерки, пилотки и даже целые детские костюмы под названием «Форма НКВД» образца 1943 года «Детская». Валерия Максимова для Крым Реалии. Тема дня. Итак, после подписания президентом Украины закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях пропагандой георгиевской ленты считается публичное использование, демонстрация, ношение, распространение георгиевской ленты или ее изображения, включая показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации. Ну, о сроках наказания и суммах мы уже говорили, однако же документ предусматривает исключение для ветеранов войны, ордена и медали которых содержат элементы георгиевской ленты, а также официальных советских документов, изданных до 1991 года, и оригиналов боевых знамен. С нами на связи Яна Примаченко, сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук. Яна, вы меня слышите? Да.
Доброе утро, Яна. Мы сегодня говорим о том, что в Украине запрещена к использованию георгиевская лента, и президент Украины в своем выступлении сказал, что эта лента больше не является, вернее, не больше, а вообще не является символом Второй мировой войны, а является символом российской агрессии. Вот вы, как профессиональный историк и специалист по Второй мировой войне, как можете сказать, является эта лента символом Второй мировой войны или не является? Ну, однозначно георгиевская лента не была символом Второй мировой войны, потому что в наградной системе Советского Союза, собственно говоря, ни георгиевской ленты, ни соответствующего ей ордена никогда не было. В Советском Союзе таким символом была гвардейская лента. Она действительно символически напоминает георгиевскую, то есть это те же 3 черные полоски и 2 оранжевые, но она имеет другое название и другую историю абсолютно. Поэтому, конечно же, георгиевская ленточка не может считаться символом победы. Более того, ее использовали во время Второй мировой войны российские коллаборационисты и в армии Власова, и в казаческих объединениях Петра Краснова. То есть, вот, собственно говоря, те белогвардейцы, монархисты, которые поддержали Гитлера во время войны. Поэтому однозначно, конечно же, нет. Это не символ победы. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была кандидат исторических наук Яна Примаченко, сотрудник Института истории Украины. Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». В свою очередь, депутат Государственной Думы России после незаконных выборов в Крыму Андрей Козенко, комментируя подписание этого закона, предложил при въезде на полуостров всем надевать георгиевские ленты в обязательном порядке. Давайте его послушаем. Точка зрения. Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм не исключение. Если украинцы молча проглотят и это надругательство над великой победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по расчеловечиванию нации. В пояснении к подписанному сегодня Порошенко закону говорится, что георгиевская ленточка стала символом для распознавания по линии свой-чужой, и с этим, пожалуй, стоит согласиться. Поэтому я бы предлагал всем украинцам, приезжающим в Крым, пройти этот тест на адекватность и надеть георгиевскую ленту. Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа — наклейки в цветах георгиевской ленты. Точка зрения. Вот такое вот мнение высказали российские контрагенты. Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». И здесь у нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Доброе утро, Богдан. Доброго ранку. Итак, мы говорим о вопросе, который на самом деле был на повестке дня последние, наверное, года 3. О запрете георгиевской ленты. И вот Петр Порошенко говорит о том, что эта лента не является символом победы во Второй мировой войне. Яна Примаченко подтверждает. И первый вопрос к вам. Вы соглашаетесь з цим мненням? Или есть какие-то нюанси? Ну, я цілком згоден з тим, що, власне, георгіївська стрічка не є символікою Другої світової війни. Вона не є символікою так званої Великої Вітчизняної війни. Це, власне, військова національна символіка Російської імперії. Вперше георгіївська стрічка як елемент ордену Святого Георгія з'явилася за часів Катерини II в 1769 році. Це якраз тривала чергова російсько-турецька війна. І в 1769 році для відзначення офіцерів за особисту мужність і хоробрість в бою був введений цей орден. Власне, з того часу георгіївська стрічка стала такою традиційною для військової нагородної традиції Російської імперії. В 17-му році треба зазначити, що вона була заборонена. Носіння георгіївських хрестів, інших нагород із цієї, власне, системи георгіївської нагородної було заборонено. І, власне, було відновлено, як уже казала Яна, їх носили ці нагороди і нагороджувалися, відповідно, георгіївськими орденами колабораціоністи, вже згадувані. Потім в 43-му році з'явився Орден Слави, це для нагородження солдат, тобто такий собі відповідник Георгіївського хреста Російської імперії. Знову ж таки, коли Сталін зрозумів, що потрібно якось бойовий дух і патріотизм піднімати, і на цих інтернаціональних ідеях інтернаціоналу, там, пролетарів всіх країн єднайтесь, це було робити дуже складно, і тоді повернулися, власне, до героїчного пантеону, до героїчної символіки Російської імперії. Власне, тоді з'явився такий собі відповідник, який стилістично абсолютно дуже схожий з Георгіївською стрічкою. І, власне,
Тоді ще була медаль за побіду над Германією в Великій Отечественній війні, масова нагорода. Але знову ж таки говорити про прив'язку Георгіївської стрічки, що це є символіка Великої Вітчизняної війни, так як кажуть росіяни, або Другої світової, так як каже все прогресивне людство, ми не можемо. Це, власне, російська імперська символіка. Останнім часом це агресивна символіка, це пов'язано з подіями на сході України, з тимчасовою окупацією окремих районів Донецької, Луганської областей, з анексією Криму. Ми бачимо, що всі ці сепаратисти, вони себе маркують саме георгіївськими стрічками. І вся та кампанія, яка розгорнута, власне, з 2005 року з приводу носіння і такого масового поширення георгіївської стрічки в Російській Федерації, потім за посередництво Россотрудничества, це таке федеральне агентство, яке знаходиться у підпорядкуванні Міністерства іноземних справ Російської Федерації, власне, така повзуча георгіїзація колишніх країн, окремих республік Радянського Союзу колишніх. Також вони намагаються поширити це в світі. До речі, цього року Россотрудничество заявляло про те, що в 90 країнах світу будуть роздавати ці стрічки. Перший транш, здається, 100 тисяч стрічок. Тобто це говорить про те, що, власне, це така агресивна пропаганда отієї пам'яті про Другу світову війну тільки в такій обгорці від Російської Федерації, а вона дуже специфічна. По вашему мнению, почему именно георгиевская лента стала вот таким вот символом или маркером? Потому что на самом же деле мы помним, что от времен Российской империи дошло немало орденов и знамен, и других символов. Почему именно георгиевская ленточка была поднята на щит? Ну, цікаве питання. Будемо говорити так, що в 92-му році георгіївська символіка, як символіка орденська, власне, як орден, була відновлена в 92-му році в Російській Федерації. В 2008 році вона була затверджена як офіційна частина, символіка нагороди. Потрібно також сказати, що першими нагородженими орденами, які містили Георгіївську стрічку, були російські військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які брали участь в провокаціях в Осетії, які брали участь в агресії стосовно Грузії. Тобто, знову ж таки, ця така негативна символіка, пов'язана з Георгіївською стрічкою, це теж, очевидно, найголовніша причина того закону, який ухвалила Верховна Рада, і, відповідно, який підписав президент України Петро Порошенко. Знову ж таки, коли ми переносимо всю цю символіку на політичні події, пов'язані власне з українською історією останніх 10 років, ми знаємо, що Георгіївська стрічка з'явилася вперше в Україні, власне, в такому політичному контексті. Це 2004 рік, це Майдан. Всі учасники Майдана маркували себе помаранчевими стрічками або синьо-жовтими національними стрічками. Разом з тим, представники так званого першого антимайдану, вони якраз вішали Георгіївські стрічки. Знову ж таки, власне, це такий маркер, будемо називати речі своїми іменами, це, власне, маркер українофобії, те, що людина займає проросійські позиції, те, що людина не вважає український народ як окремий народ. Це маркер того, що людина не вважає, власне, українців як націю, які мають свої права, свої погляди стосовно державності і так далі. Знову ж таки, потрібно говорити, коли ми говоримо про історію Георгіївської стрічки, то, власне, це одна із, власне, це символіка, імперська символіка. Тому що це символіка чорного двоголового орла на золотому або жовтому фоні. Це, власне, символіка дому Романових. Це червоний, помаранчевий або жовтий і білий. Тобто це виключно національна символіка, це виключно військова символіка, це виключно імперська російська символіка, яка не має жодного відношення до України, до наших національних традицій, насамперед військових, до інших традицій. Тому, власне, це абсолютно правильне рішення. Можливо, воно трохи запізніло, але краще пізно, ніж ніколи.
ніж ніколи. Спасибо. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. Крымчане говорят. Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо. Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что чего. Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Теперь мы переходим от общих вопросов, связанных с Георгиевской лентой, к конкретному вопросу, касающегося ее запрета. Почему, на ваш взгляд, этот запрет был необходим? Был ли он на самом деле необходим? И если да, то почему он был сделан так поздно? Ну, те, що ця заборона необхідною була, це однозначно, тому що, знову ж таки, як говорив у своєму виступі президент України Порошенко, з приводу підписання цього закону, ухваленого Верховної Ради про внесення змін до Кодексу адмінпорушень України, власне, Георгіївська стрічка – це є агресивна символіка, це символіка пов'язана з терористичним рухом, сепаратистським рухом, пов'язана з незаконними збройними формуваннями, пов'язана знову ж таки з анексією Криму. Тому, власне, ця символіка в Україні є неприйнятною, тому що вона пов'язана виключно з агресією Російської Федерації стосовно України. Вона пов'язана з тим, що Російська Федерація піддає сумніву суверенітет і територіальну цілісність України. Тобто, власне, така символіка є, без перебільшення, злочинною. То есть можно говорить о какой-то такой легкой параллели между свастикой и Георгиевской лентой? Звичайно. Ми можемо так говорити, тому що, дійсно, символіка, люди маркують себе цією символікою, вони маркують свою позицію, вони маркують свою українофобську позицію. Звичайно, деякі люди, очевидно, це пов'язано з якимсь невіглаством, вони думають, що це дійсно пов'язано з пам'яттю про Другу світову війну, і в цьому сенсі дуже велику в лапках рекламу, пропаганду цієї Георгіївської стрічки, власне, оце винайдення традиції Георгіївської стрічки, як символіки, пов'язаної з Другою світовою війною, зробила сумно відома РІА Новості, якою керує відомий російський пропагандист Дмитрій Кисельов. Власне, це він придумав, це очолювана ним агенція в 2005 році придумала цю традицію, власне, Георгіївської стрічки. Тому що, якщо ми знаємо, що ні в повоєнний час, ні після 91-го року Георгіївська стрічка жодним чином не використовувалася, тим більше не використовувалася в якихось комеморативних заходах, пов'язаних з шануванням пам'яті Другої світової війни. Це з одного боку. З іншого боку, власне, Георгіївська стрічка от в тій російській редакції комеморації, це, власне, не пам'ять про війну, це, власне, не вшанування пам'яті загиблих, тому що це десятки мільйонів, власне, тільки колишнього Радянського Союзу. А це, власне, агресивна символіка, яка пов'язана з так званим побєдобєсієм. От ми знаємо, що ми можемо повторити, 41-45, можемо повторити і так далі. З іншого боку, коли ми говоримо про Другу світову війну, то чому ми тоді не говоримо про 39-й рік, про ту колаборацію Радянського Союзу з нацистською Німеччиною? Росія воліє про це не згадувати, для них Велика Вітчизняна війна, 41-45 рік. Тому, знову ж таки, і навіть коли ми почитаємо російські сайти, коли почала впроваджуватися ця Георгіївська стрічка, знову ж таки, там пишеться відверта неправда, що Георгіївська стрічка була відновлена в 41-му році. З віроломним нападом нацистської Німеччини Георгіївська стрічка була відновлена. Так, вона була відновлена. Але на мундирах Андрія Шкуро, Петра Краснова, Російської освободительної народної армії, згодом власівців, до складу яких війшла і РОНа, і окремі частини, знову ж таки,
Варто згадати, що її носили представники Руського охоронного корпусу, які придушували партизанський рух в колишній Югославії. Тобто, власне, ця символіка, навіть з цієї точки зору, вона не відбиває навіть тієї пам'яті про Другу світову війну, про яку нам намагається розповісти РІА Новості, Дмитрій Кисельов, власне, Володимир Путін і вся російська пропаганда. Тобто ця символіка, вона має негативно виключні конотації, навіть з точки зору звичайного громадянина Російської Федерації, якби він задумався над історією походження і над тим, чому саме це зараз впроваджується. Стосовно громадян України, це символіка чужої держави, пов'язана, власне, з агресією, пов'язана з веденням агресивної зовнішньої політики, колись Російської імперії, тепер Російської Федерації. Почему 3 года ждали до запрета этой символики? Ну, мені здається, що от зараз відбувається такий кардинальний, остаточний розрив власне, з цим радянським минулим, прорадянським минулим і, власне, з цим концептом руського міра. Да? В 2015 році Верховна Рада ухвалила закони про засудження комуністичного тоталітарного режиму, їх символіки і нацистського тоталітарного режиму. Ми знаємо, що масштабні зміни в топоніміці, ми знаємо, що понад 1000 одиниць адміністративно-територіального устрою перейменовано. Власне, зараз, очевидно, держава серйозно зайнялася питаннями гуманітарної безпеки України. І знову ж таки, Георгіївська стрічка, як символіка Російської Федерації, агресивна, звичайно, потрібно її позбуватися. Мені здається, що це не останній крок на шляху от з таким розривом з руським міром, тому що, власне, є ще питання деколонізації, тому що насправді дуже багато питань потрібно ще вирішувати, але Георгіївська стрічка – це те, що, власне, символіка – це те, що перше кидається в очі, це те, що западає десь на рівні підсвідомості, тому, власне, цю таку хворобу було, я так вважаю, викорінено. Очень хорошо, что вы вспомнили о законах о декоммунизации. С формальной точки зрения запрет георгиевской ленточки не является декоммунизацией. Но безопасность гуманитарного пространства Украины и то, что вы называете деколонизацией, можете ли вы сказать о том, какие еще нужны, кроме запрета георгиевской ленты, буквально там 1, 2, 3 ближайших шага, которые нужно сделать в обязательном порядке? Ну, дивіться, зараз Міністерство освіти і науки розглядає питання щодо перейменування початкових військово-навчальних закладів, які мають назву там кадетський ліцей або кадетський корпус. До нас зверталися вже до Української інституту національної пам'яті і Міністерства освіти і окремі депутати Верховної Ради, які просять, власне, підтримки, обґрунтування такого рішення. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про кадетські корпуса, мусимо трохи знати історію. Перший кадетський корпус з'являється в Полтаві. В 1836 році він отримує назву Полтавсько-Петровський. Знову ж таки, і в указі імператора Миколи І було чітко вказано, що, власне, цей кадетський корпус має стати пам'ятником Полтавської Побєди. І, власне, кадетські корпуса створились для того, щоб виховувати тих майбутніх абітурієнтів вищих навчальних військових закладів, які мали служити там вірою, правдою, Отечеству і престолу. Тобто, з одного боку, нібито то далека історія, але з іншого боку, мусимо знати текст і контекст. От в якому, чого воно з'явилося, чому саме кадетські корпуси і так далі. Тому це питання зараз стоїть гостро. По-друге, питання перейменування військових частин. Тому що є військові частини з відверто там українофобськими назвами, власне, з відверто українофобською, власне, історією і так далі. Те, що прийшло в спадок від Радянського Союзу, знову ж таки, цим зараз займаються, і, наскільки я знаю, в адміністрації президента України. Тобто, це ті подальші кроки, які будуть зроблені на шляху забезпечення гуманітарної безпеки, на шляху, власне, якогось такого національно-патріотичного виховання, тому що є відповідна стратегія, затверджена указом президента України Петром Порошенком. Тобто, держава розуміє необхідність забезпечення не лише військової безпеки, так,
територіальної безпеки, але питання гуманітарної безпеки, тому що, власне, все починається з слова, і зараз в умовах гібридної війни, про яку дуже багато говорять, найголовніше, за що бореться Російська Федерація, це за уми. Це за уми громадян України, тобто, власне, десь Георгіївською стрічкою для того, щоб згадати про подвиги дідів, які воювали в 41-45 році, десь кадетськими корпусами, а десь в якийсь інший спосіб. Так. Большое вам спасибо за ваше мнение. У нас в студии был Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалии. Не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей. Проведи день с радио Крым Реалии. Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Вопрос предоставления летального оружия Украине остается на повестке Дня США. Российские власти доказывали иностранным журналистам, что Крымский мост действительно существует. Известная немецкая группа собралась с концертом в Крым. А сейчас подробнее. Вопрос предоставления летального оружия Украине остается на повестке Дня Соединенных Штатов. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь официальным визитом в США. По словам Парубия, сейчас по этой теме проходят дискуссии, и если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым. Предоставление оружия будет иметь для Украины как техническое, так и символическое значение, подчеркнул спикер Верховной Рады. Спустя более 3 лет после начала российской агрессии Соединенные Штаты поддерживают Украину нелетальными военными средствами, военным обучением, дипломатично и материально. Но до сих пор Вашингтон воздерживается от предоставления Киеву оружия летального действия. Российские власти доказывали иностранным журналистам, что Крымский мост действительно существует. Группу из 50 человек свозили на строительную площадку Керченского моста со стороны аннексированного Крыма. Все эти участники были из Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта и даже Украины. Имени украинского журналиста в инфоцентре не публиковали. Я не представлял себе весь объем работ. Я видел какие-то куски в новостях, но отдельная картинка телевизионная, она не дает такого глобального впечатления. Я никогда не видел такой масштаб операции. Но у меня есть впечатление, что это действительно уникальная операция, что будет для России большой опыт. Поездку организовало Министерство иностранных дел России. Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом стремятся легализовать российский статус полуострова. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. Известная немецкая группа «Скутер» собралась с концертом в Крым. На афишу фестиваля обратил внимание российский адвокат Марк Фейгин. Он разместил соответствующее фото в Твиттере. Как следует из анонса, «Скутер» даст концерт 4 августа в Балаклаве в рамках музыкального фестиваля «Золотая балка». Служба безопасности Украины запрещает въезд в Украину артистам, выступившим на оккупированном полуострове. Министерство по вопросам оккупированных территорий расширит санкционный список по Крыму. В ведомстве планируют составить базу данных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму. В украинском министерстве объяснили, что база будет создана для того, чтобы расширить санкции в отношении людей, которые преследуют граждан Украины по политическим мотивам. Досье этих лиц ведомство передаст в МИД для дальнейшего сотрудничества с соответствующими органами в США, Канаде и Европе для расширения вопроса о введении персональных санкций. Также сообщается, что во время встречи обсуждалась возможность включить в такие списки лица, причастные к пропаганде войны на территории Крыма, которые навязывали агрессивные отношения к гражданам Украины, крымским татарам или Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Политзаключенный украинец Андрей Коломиец, осужденный в оккупированном Крыму за участие в революции достоинства, пожаловался на ухудшение состояния здоровья и попросил о медицинской помощи. Об этом сообщает его жена в Фейсбуке. У него очень часто и сильно стала болеть голова, сопровождающаяся тошнотой, точками в глазах, размытостью, болью в затылке, пульсацией в висках. Украинец попросил поставить диагноз и сделать назначение. Напомним, Андрей Коломиец был задержан российскими правоохранителями в Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым для проведения судебного процесса. Оккупационный суд постановил, что гражданин Украины виновен в убийстве 2 сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане, а также в хранении и распространении наркотических средств. Андрей Коломиец был приговорен российским судом к 10 годам лишения свободы. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером. Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 утра до 10 часов. С 7 до 8:30 в эфире радио Крым Реалии программа «Ранкова свобода» от Радио Свобода. С 8:35 до 10 часов утра радио Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины по телефону 044 490 29 05. Поехали! Тема дня. Сегодня мы поговорим о преследовании крымских татар в Крыму. ООН вновь фиксирует нарушение прав человека на полуострове, а подконтрольные России власти Крыма заявляют о клеветнической политике со стороны Украины и Запада. Почему на полуострове утверждают об отсутствии преследований и репрессий, а уголовных дел становится все больше? И чем обернется для России политика преследования несогласных с аннексией Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса, но вначале короткий сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Репрессий крымских татар в аннексированном Крыму не существует, заявил назначенный Кремлем глава захваченного полуострова Сергей Аксенов 11 июня. Российский чиновник утверждает, что права как украинцев, так и коренного крымско-татарского населения Крыма соблюдается. Могу вам сказать, что все иностранные журналисты, приезжая сюда, в том числе имеют возможность пообщаться самостоятельно, без выстраивания программы нами, то есть, как органами власти. Вот приезжал господин Штудман, вот уже одна проблема, вот крымско-татарский народ подвергается репрессиям и так далее. Мы говорим, хорошо, проедьте сами по Крыму в составе, так сказать, группы, но останавливайтесь там, где вы хотите, не там, где у вас запланированы остановки, а вот в любом месте, где вы хотите. Выходите на улицу, находите представителей крымско-татарского народа и спрашивайте, просто без подготовки, без заготовок. В то же время на прошлой неделе крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что российские силовики на полуострове практикуют советские методы карательной психиатрии. Российская власть в Крыму бросает крымских татар и несогласных с оккупацией украинцев в психиатрические больницы. Речь идет, говорит Курбединов, о десятках людей. Этих ребят содержат на территории, огромная территория психиатрической больницы, но у них есть отдельный корпус, он подобен следственному изолятору с колючей проволокой, с вышками, с охраной, полицейской охраной на входе, выходе и режимом точно таком же режиме, как в тюрьме. Они содержатся в камерах. В конце марта украинские правозащитники представили отчет о насильственных исчезновениях в Крыму. Документ систематизирует информацию за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года. По словам авторов отчета, из 43 человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 освобождены позднее, 18 не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 нашлись в российских тюрьмах. Международные
Международные организации также постоянно предоставляют отчеты о массовых репрессиях в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей оккупированного Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. В частности, в прошлом году подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма запретил меджлис крымско-татарского народа, а часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут-Тахрира, международной исламской политической партии. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилии. Речь идет об участниках акции 26 февраля 2014 года. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Ко всему прочему, крымские силовики систематически задерживают крымчан, якобы проверяя людей на причастность к терроризму или же незаконной миграции. В апреле российский ОМОН оцепил центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек, цитирую, неславянской внешности. Валерия Максимова для Крым Реалии. Крым в центре внимания. Выступавшие на медиафоруме российские крымские чиновники, среди прочего, коснулись проблемы преследования на полуострове крымских татар. Сергей Аксенов заявил, что эта тема надумана и не подтверждена реальными фактами. Давайте его послушаем. Мнение. Все граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, имеют равные права. Крымские татары не притесняются. Организован системно хадж, строится соборная мечеть. В исполнительных органах власти есть представитель не только крымских татар, но и многих национальностей Крыма. Тема абсолютно надуманная, никаких притеснений нет. А когда задаешь вопросы о конкретных людях, кто подвергается незаконным преследованиям, то выясняется, что таких людей и фактов нет. Мнение. В свою очередь, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что использование информации из соцсетей о нарушениях прав и свобод в Крыму, в том числе крымских татар, является парадоксом. Вот ее слова. Точка зрения. Что касается использования информации из соцсетей, это сейчас, простите, такой тренд. Ведь это парадокс, когда мы встречаемся с американскими партнерами, которые нас обвиняют в нарушении свободы в Крыму, от ввода танков до Меджлиса, мы просим привести факты. Нам отвечают, все есть в социальных сетях. То есть живых людей не пускают ни журналистов, ни гражданские организации. Грозят им санкциями вплоть до увольнения. И при этом приводят информацию из соцсетей. Точка зрения. Ну а Организация Объединенных Наций зарегистрировала в аннексированном Крыму большое количество нежелательных тенденций в сфере соблюдения прав человека. Об этом рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине. Она добавила, что миссия ООН зарегистрировала случаи перевода заключенных из Крыма в СИЗО на территорию Российской Федерации, что является нарушением международного гуманитарного права. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. А сегодня мы будем говорить про миллионы. Сегодня мы говорим о митингах. О демографическом облике Крыма. Об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса. О том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян. О российской реальности аннексированного украинского полуострова. О новой вспышке африканской чумы свиней. Об украинской культуре в аннексированном Крыму. Дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова. О том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У нас в гостях Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Доброе утро. У нас тут довольно обширная тема, связанная с так называемым международным медиафорумом, который завершился недавно в Алуште, на котором российские и крымские чиновники бравурно рапортовали о том, что, во-первых, со свободой слова все в порядке, что журналисты иностранные, которые приезжают в Крым, прозревают от того, насколько он благополучен и хорошо устроен, и, соответственно, начинают писать
правдивые статьи, а те, кто не приезжают, пишут неправдивые статьи, ну, буквально так заявил Владимир Корнилов. Ну, и среди прочего, они коснулись и темы преследований крымских татар, вернее, не преследований как таковых, а того, что они считают, что таких преследований нет, а все, кто о них пишут, на самом деле дезинформируют. И вот тут, как бы, давайте мы обсудим с вами оба заявления, которые мы тут услышали. Сергей Аксенов заявил, что буквально никаких преследований нет в принципе, потому что нет никаких пострадавших людей, а есть только благополучие, межнациональный мир, хадж, мечеть и представительство крымских татар в органах власти. Пожалуйста, вам слово. Но проведение подобных форумов и подобные высказывания так называемых лидеров так называемой Республики Крым еще раз свидетельствует о том, что ту работу, которую проводим мы все, это и Министерство иностранных дел Украины, и правозащитные организации, и Меджлис крымско-татарского народа на международном уровне, это наши постоянные встречи, наша постоянная работа на международных форумах в виде сайд-ивент, в виде встреч публичных. Это доказывает то, что наша работа эффективная, и все равно как раз-таки та реакция, которая осуществляется со стороны международного сообщества, и это те резолюции, которые были приняты в 2016 году, резолюции ООН, это те резолюции, которые были приняты Европейским парламентом, комитетом министров Европейского Союза, Совета Европы, пардон. Это все говорит о том, что все-таки эти действия и решение, промежуточное решение Международного суда все-таки влияет на Российскую Федерацию, влияет на оккупационную власть, и она пытается оправдаться и пытается показать, что на самом деле в Крыму все хорошо. Но мы же являемся все свидетелями того, что не только с социальных сетей мы видим информацию, в том числе мы собираем кейсы, мы собираем материалы, и, соответственно, на основании этих материалов мы подаем жалобы в конвенционные органы ООН, мы подаем документы или заявления в Европейский суд по правам человека. И здесь как раз-таки тот фактаж, та доказательная база, которая свидетельствует о том, что действительно в Крыму нарушаются права человека, нарушается коллективное право крымско-татарского народа. Но я даже удивляюсь, когда мы все прекрасно знаем саму же реакцию так называемых судов, которые находятся на оккупированной территории, российских судов, и Верховного суда Российской Федерации, когда было вынесено решение вообще о запрете Меджлиса крымско-татарского народа, на что отреагировал и Международный суд в своем приказе, судебном приказе, на что отреагировал и Комитет министров Совета Европы. То есть, я думаю, это определенный всплеск, это определенная реакция, и в первую очередь, конечно, я думаю, они рассчитывают на внутреннего, скажем, слушателя или внутреннего зрителя, это на крымчан и на россиян, для того, чтобы показать, что на самом деле в отношении крымских татар, в отношении активистов проукраинских в Крыму не совершается каких-либо нарушений. Хотя, опять же, если мы вернемся к отчету, который был озвучен вчера представителями ООН, то мы четко видим определенные четкие посылы о том, что это использование ретроспективного применения уголовных законов к действиям, которые были совершены до внедрения законов Российской Федерации. Это то, что отсутствует или не обеспечивается медицинская помощь политическим заключенным, скажем, узникам. Это в том числе и насильственный призыв к службе в вооруженных силах Российской Федерации. И даже вот из нашего наблюдения, которое мы имеем, допустим, если мы возьмем весенний призыв, из 2500 призывников
200 являются уклонистами. Это по официальным данным, которые дает военный комиссариат в так называемой Республике Крым. И это говорит о том, что это почти 10% уклонистов по официальным данным. Это говорит о том, что люди все-таки не желают служить в вооруженных силах Российской Федерации. И их насильственно пытаются призвать. В том числе было отмечено, что вывозят на материковую часть Российской Федерации. Это тоже нарушение международного гуманитарного права. Ну и опять же, не выполняется решение, приказ Международного суда, судебный приказ. По сегодняшний день, вот уже скоро будет 2 месяца, как принял Международный суд промежуточное решение, но в отношении Меджлиса крымско-татарского народа или членов Меджлиса крымско-татарского народа продолжаются репрессии. И примером тому является, когда перед 18 мая традиционно крымские татары всегда проводили массовые мероприятия. Они, кстати, состоялись в этом году. И несмотря на то, что всячески российские власти или оккупанты пытались этому препятствовать, предоставляли предостережения потенциальным членам Меджлиса крымско-татарского народа, тем самым предупреждая их, что если они окажутся где-то в массовых мероприятиях, то или в тех, там, где концентрируется большое количество людей, у них возникнут серьезные проблемы. Это в том числе и, опять же, судебное производство, административный суд в отношении заместителя председателя регионального меджлиса Советского района Рустема Минанова, и они вынесли решение, они нашли, опять же, сами же в социальных сетях, что якобы когда-то он поздравлял Мустафу Джемилева, председателя Меджлиса, с днем рождения, но при всем том это давление на людей, это давление на активистов, и вот как можно сказать о том, что не проводятся репрессивные действия в отношении, не нарушаются права человека. Ну вот Аксенов буквально заявил, что если мы говорим о конкретных фактах, то нет, и конкретных людей, то их тоже нет. Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь самая полная обобщающая статистика, хотя бы по крымским татарам, сколько человек находится под преследованием, сколько исчезло, скольких удалось вызволить из лап российского правосудия? Ну, по нашим данным, если мы говорим о пропавших без вести, то из 14 человек, которые пропали без вести, 11 являются крымские татары. Из 41 политических заключенных 23 человека являются крымские татары. Мы в данном случае, я даю информацию о тех, кто является узниками и находится под стражей. Но, кроме того, проводятся уголовные производства в отношении, допустим, Ильми Умерова, который вроде бы находится дома, но при всем том постоянно проводятся суды, происходит постоянно давление. К примеру, может быть в том числе и Кадыров Сулейман, который также находится, ну, у них, можно их даже своего рода назвать подельниками, у них похожие статьи, это у Кадырова Сулеймана, у Ильми Умерова и у Семины, Николая Семины. Николай Семина также, он постоянно находится под прицелом, под давлением, это на самом деле достаточно сложная такая ситуация, несмотря на то, что они находятся в своем доме, они постоянно находятся под таким вот психологическим серьезным воздействием. И это тоже очень сильно влияет на здоровье человека. Кроме того, когда мы говорим о запрете, о проведении свободных собраний, о проведении, скажем, или когда проводится насильственное, скажем, задержание, то, конечно, подавляющее большинство и массы вот эти воздействия осуществляются именно в отношении крымских татар, ну, под разными предлогами, под предлогом мусульман, под предлогом там использования запрещенных оккупационным судом названий или принадлежность к Меджлису крымско-татарского народа. Поэтому мы сейчас готовим
с 10 по 14 июля будет проводиться экспертный механизм ООН по коренным народам. Это если мы говорим вообще о коренных народах, то существует несколько таких вот международных серьезных форумов. Это постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, который проходил в апреле, в мае месяце этого года. И вот сейчас экспертный механизм, где также собираются представители коренных народов, собираются правозащитные организации, и в том числе приглашаются представители государств. И мы туда готовим как раз-таки такой хороший сводный анализ именно по нарушению коллективных прав крымско-татарского народа. И я думаю, мы сделаем эту презентацию как там, так и здесь. Ну вот если бы я сейчас решил защищать Сергея Аксенова, можно было бы сказать, что, например, окей, точечные репрессии, может быть, проводятся, несколько десятков человек, может быть, пострадали, но в целом крымско-татарский народ, во-первых, реабилитирован указом Путина, во-вторых, у него есть мечети хаджи, в-третьих, представительство в органах власти, и опять же, пофамильно там есть Бальбек, есть Смирнов и многие-многие другие. Почему же вы говорите о том, что весь крымско-татарский народ подвергается репрессиям? Ну, если говорить о реабилитации, то данный указ абсолютно никак не повлиял на крымских татар и не повлияет, потому что на самом деле реабилитировал крымских татар само государство-преступник, еще Советский Союз в 1989 году своей декларацией и постановлением. Другой вопрос, что предпринимается в этом плане, мы видим, что по факту процессов реабилитации не происходит на территории Крыма. Что касается каких-то точечных нарушений прав, то я считаю, что когда массово задерживаются люди, когда массово они вывозятся в отдел по борьбе с экстремизмом, когда отбирается слюна на ДНК, когда отбираются отпечатки пальцев, это разве не давление, не массовое давление на людей? И в данном случае, если собрать в целом информацию, то это более 1000 случаев, когда массово так были задержаны люди из кафе, из мечети, на рынках и так далее. И на самом деле, я думаю, 1000 случаев это уже не единичные случаи, а их можно назвать массовыми случаями. Поэтому однозначно, что бы ни говорил бы Аксенов, я думаю, у Аксенова просто одна задача – показать только позитивные какие-то стороны, показать, что нет никаких репрессий. Да, они пытаются строить соборную мечеть, действительно есть этот процесс, но при этом постоянно проводятся обыски, и уже, если провести сводную, то это уже более 1000 обысков в семьях мусульман, в семьях крымских татар. Это разве не массовость? Или когда, они со своей стороны пытаются инициировать и демонстрировать, что они строят детские сады и школы в местах компактного проживания крымских татар. Но при этом в украинские времена также строились школы, также создавались национальные школы, но при этом за вот эти даже 3,5 года оккупации Крыма не прибавилось ни одной национальной школы. То есть они строят, они об этом говорят, они пытаются демонстрировать, говорить об этом. Далее, если мы говорим о представительстве в структурах власти, но в первую очередь сами крымские татары не хотят быть соучастниками этого процесса, этого международного преступления, и поэтому мы сегодня можем насчитать единицы крымских татар в структурах так называемой власти Крыма, то есть оккупационной власти Крыма. И поэтому я считаю, что если даже оккупационная власть хочет продемонстрировать, что она пытается найти диалог и пытается решать проблемы крымско-татарского народа, то во всяком случае она должна прекратить преследование, прекратить обыски, отпустить политических заключенных, а их более в целом, если мы возьмем не только крымских татар, более 40, то есть он по разным данным от 41 до 44, потому что здесь есть нету четкой такой четкого определения, кто является политическим заключенным. Но в целом те люди, которые по каким-то своим измышлениям, по своему мировоззрению являются жертвами
политических репрессий или жертвами оккупационной власти, мы их называем политическими заключенными. Соответственно, найти или расследовать те случаи, когда были убиты или пропали без вести люди и в Крыму. Тогда я могу еще согласиться с тем, что действительно в Крыму оккупационная власть пытается решать проблемы, пытается, не нарушает права человека и пытается найти тех преступников, которые совершали преступления. И последний очень-очень короткий вопрос, буквально на 1 минуту. Мария Захарова говорит о том, что максимум всех доказательств о том, что репрессии осуществляются, находится в социальных сетях. Можете ли вы сказать, что на самом деле нет, что изданы какие-то книги, существуют специальные сайты с изложением всех тех материалов, о которых вы рассказываете? Ну, однозначно собираются многими правозащитными организациями, которые работают с Крымом или по Крыму. Ведется контакт и работа как с адвокатами, так и с активистами на местах. Мы пытаемся собирать информацию, мы пытаемся собирать кейсы, мы пытаемся, скажем, собирать больше фактажа. И действительно есть информация и на сайтах правозащитных организаций, но и есть информация, которая уже подана в соответствующие судебные органы. Понятно, что в рамках судебного производства мы не можем раскрывать или говорить обо всех этих делах, но при всем том ведется работа. Понятно, что пострадавшие люди боятся давать полную информацию или боятся даже выезжать на материковую часть Украины, чтобы давать показания компетентным органам, но при этом мы всячески пытаемся фиксировать и собирать эту информацию. И говорить однозначно, что нету фактажа и только информация социальных сетей, это абсолютно неправильно. Большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что вы пришли к нам. Напомню слушателям, что у нас в гостях был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и говорили мы с ним о том, что в Крыму опровергают сам факт репрессий против крымских татар. Ну и других, в общем-то, граждан Украины. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Услышимся.